Здравствуйте, дорогие мои убогие растения! Рада вас приветствовать снова на канале Алексеева Лайф. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить себе уведомления, нажав на колокольчик, чтобы каждый новый выпуск у вас сразу же появлялся в виде уведомления в вашем гаджете или в компьютере. У нас новостное информационное пространство просто вообще за все то время, да, вот иногда бывает, действительно, отвлечешься просто вот на весь день, чем-то другим занимаешься, проектами, допустим, проводишь курсы «Лаборатория счастья 2.0» или, допустим, проводишь консультацию, да, ну нет тебя в эфире, и вот есть такое стойкое ощущение, что в этот момент что-то там происходит, потому что прям воздух такой напряженный, напряженнейший. Ну и, конечно, не обошлось без всевозможных вещей, интересных, очень интересных, местами шокирующих, местами, не знаю, обескураживающих, да. Ну, давайте пройдемся кратенько по ним, что у нас происходило. Вообще, конечно, ну, те люди, которые мониторят вообще новости, те люди, которые подписаны на телеграм-каналы основные, республиканские, да, якутские, авторские или СМИ, они в курсе того, что у нас происходит, и поэтому периодически бывает так, что люди пишут: почему вы уже рассказываете известные вещи? Ну, я рассказываю те вещи, которые я считаю важны для нашего общества. Я рассказываю о тех вещах, о которых, может быть, кто-то не успел прочитать, кто-то не услышал, кто-то вообще привык обо всем узнавать у меня на канале. Люди, давайте будем терпимее друг к другу. Если вы обо всем читаете, ну прекрасно, просто можете сидеть и проверять, а вдруг я где-то что-то исказила, какие-то факты. Ну и мое приветствие по поводу убогих растений, это, конечно, неспроста, потому что большой общественный резонанс вызвало заявление сестры нашего Илдархана Исенсергеевича, Аяны Николаевой, которая решила вдруг процитировать Роберта Кийосаки, назвала людей, которые недовольны чем-то, убогими растениями. То есть буквально она сказала, что вы там пьете пивас, лежите на диване, да, ничего не делаете. Ну, как бы намек на то, что под лежачий камень вода не течет. Нужно быть активным, там, рвать и метать для того, чтобы ну, занять какое-то свое место под солнцем. Очень классное, очень удобное, да, выражение. Это примерно, там, я не знаю, из категории «денег нет, но вы держитесь», «сами родили, сами воспитываете». Что там еще? Вот эти вот все любимые фразочки-то я прям даже сейчас не припомню, да, всего. Ну вот каждый раз что-то такое слышишь. И, конечно, ну, на самом деле, вот не впервые Аяна Николаева попадает в какие-то такие скандальные ситуации, вызывающие резонанс не только в якутском обществе, но и на федеральном уровне. И тем не менее, ничего не происходит. Никто никакого а-та-та не выговаривает. Никто не говорит, что, извините, вы нас не так поняли. Никто не говорит: извините, я вас не хотела называть убогими растениями. Ну, то есть, как бы вот это вот все остается. И вот оно как бы так, в порядке нормы. Типа, ну, это сестра Илдархана, ей же можно. Сам Айсен Сергеевич очень как-то вот так вот это немножко, опять же, незаметно произошло под праздники буквально, да, вот под майские праздники, под эти длинные выходные, когда все люди, конечно, были заняты чем? Планированием того, как они проведут эти выходные, сколько килограммов шашлыка надо купить на ближайшую тусовку, чего-то еще дополнительно, да. Он внес предложение по изменению в Конституцию Республики Саха-Якутия. Ну, там, как всегда, всякие очень хорошие, такие пафосные, прикольные, такие важные социальные темы поднимаются, корректируются, да, вот охрана семьи, там, я не знаю, детей, детства и так далее, да, и все прочее. Но где-то вот между этим, причем, вдруг идет замена, да, Сахасерин Илдарханетта заменяется на Илдархан Якутии. Ну, как бы мелочь, да, но что-то такое странное, как бы. Насколько принципиально вообще менять слово, да, или словосочетание, которое применяется с использованием вот вообще якутского языка. Это якутское слово. Есть ли вообще какой-то смысл, да? Ну, здесь надо было Илдархан Якутии, да. Ну, окей, хорошо. В принципе, надо, ну, может быть, это такой плавненький переход вообще в губернатора Якутии, да. Помните вообще в целом даже нашего Егора Афанасьевича тоже как-то однажды назвали губернатором, правда, и губернатором Егоровым нечаянно назвали.
Ну, бывает, да. Ну, я понимаю, да, то есть для президента Российской Федерации это все регионы, и для президента Российской Федерации руководители регионов это все губернаторы. Поэтому, ну, ему так удобнее. Он не будет там вспоминать, кого как там на национальном языке зовут, да. Сложно вспоминать вот это вот Илдархан. И еще один момент, то есть там появляется основание для того, чтобы в будущем, я сейчас просто упрощаю, да, то есть формулировку, самая вот такая вот, саму по себе формулировку, как это было использовано в качестве предложения, вы сможете прочитать, да, если вам будет интересно. Поищите, прогуглите. Но суть сводится к тому, что появляется основание для того, чтобы в Якутии больше никогда не было выборов глав муниципалитетов. В нашем понимании республика предстоит быть республикой. Без конституционного суда, когда Эль-Тюмен даже прокуроры не могут согласовать, когда главы будут назначаться сверху, когда во власть придут лизоблюды, которые будут работать только в интересах вышестоящего органа. И никто никогда не будет слушать своего народа. Ну, понимаешь, что, да, для большинства муниципалитетов вообще выборы это вот просто такая вот, я не знаю, какая-то показательная такая ситуация, да, совершенно ничего не значащая по сути и по факту, но в определенных муниципалитетах, как в том же Якутске, да, в столице республики, это все-таки было до последнего еще какое-то значащее событие. Копья ломались, стороны бились, были какие-то баррикады, были какие-то ставки на каких-то определенных лошадей, на каких-то других лошадей. Ну, то есть прям такая живая какая-то такая ситуация, живая история, да, не будет теперь больше всего этого, да. То есть это как бы идет такое интегрирование в вертикаль власти, причем федеральной, под федеральным управлением. И не будет больше вот этого вот у нас оплота свободы. Как все это происходило ранее там, с участием того же бывшего мэра, вы, в принципе, все прекрасно знаете. Кстати говоря, да, я прям предсказательница. Меня прям завалили предложениями, вопросами о том, чтобы предсказывать будущее. Мои дорогие подписчики в Инстаграм, они прям замучили. Говорят, предскажите мое будущее, что меня ждет в карьере, что у меня там будет через столько-то лет. Ну, конечно, все это было как прикол и стёб. Но по факту, да, после буквально вот предыдущего выпуска на моем канале Сардана Владимировна Авксентьева сразу же в ближайший понедельник взяла да сообщила о том, что да, она идет в Госдуму. Почему партия «Новые люди»? Ну, потому что их позиция мне близка. Это и возвращение прямых выборов мэров, это и налоговые маневры, чтобы деньги оставались в регионах. Ну и, конечно же, необходимость диалога между обществом. А понедельник тут был 26 апреля. Ну и на самом деле как бы это грамотный поступок был. Я имею в виду с точки зрения пиара, с точки зрения проталкивания этой темы, да. То есть она вот в понедельник, 26 апреля сообщает, она прекрасно знает, ну или ее помощники, о том, что не пройдет и двух там, и даже дня, может быть, обязательно какая-нибудь очередная бомбическая новость случится, произойдет, что-то у нас там такое, да. Да, произошло, опять все те же лужи, опять все те же окурки, опять все те же собачьи какашки и собачьи вообще проблемы, да. И появилась Рут. Dog poop. What the fuck is this? Like, seriously? Девушка из Нигерии, которая впервые... Ну, как впервые? Это на самом деле, конечно, не впервые человек, да, который у нас в Якутске удивляется тому, что происходит весной. Но вот почему-то впервые привлек вот такое внимание к проблемам загрязнения в городе, к проблеме мусора в городе. Ну, картина действительно ужасающая. Но подействовала, я хочу сказать, потому что около моего подъезда, тоже когда снег подтаял, там прям столько было окурков вообще. Ой, там просто невероятное количество. У меня, знаете, прям была мысль еще до того, как вот они все пошли на субботник. Я думаю, я просто вот проанализировала, под какими балконами, вот этими пролетами, да, вот этого скопления больше всего. И я думала, так, это же к нашему подъезду относится, а это к соседнему подъезду относится. Может быть, вообще просто скинуться, купить пепельницы и подарить, или поставить на первом этаже и сказать, слушайте, соседи, да, ну, предварительно сфотографировав вот этот вот ужас, вот это безобразие. Соседи дорогие, у вас нету денег на пепельницу, на какую-нибудь баночку с крышечкой вы никогда мариновые огурцы на оливье не покупаете, что ли? Ну, купите это, да, складывайте там все, выбрасывайте в мусор. Нет.
Нет. Я, честно говоря, вообще тоже так устала уже, вот, ну, вот как-то вот реагировать. Хотя иногда бывает корю себя за то, что, ну, не сделала замечания, да, потому что в собственном дворе вижу, как стоят толпа людей, курят, родственники, как я понимаю, да, там по общению, 4 человека. Все покурили вот так вот прям вот так вот на землю все бросили. 3 шага проходишь, тут детская площадка, и на детской площадке по периметру урны стоят. Зачем? Зачем урны, да? Поэтому, ну, вот такие вот у нас, конечно, события. И вот что касается Сарданы Владимировны, да, она все-таки выдвинулась, и регионы это приняли, и главный редактор ВОК сказала о том, что классный пост был в аккаунте Instagram ВОК Раша. Столько комментариев, тысячи комментариев, ну, то есть она просто опустила тот факт, что все эти комментарии, ну, на 99% были негативные. Люди просто не поленились, пришли и оставили негативный комментарий. Но ВОК Раша это не важно. Главное рейтинг, да, главное цифры, главное лайки и так далее. Ну и, соответственно, что? Вот это вот как бы все, оно, знаете, вот есть очень много феноменов, да, или явлений, или синдромов так называемых. Но в данном случае я вам рассказала о том, как действительно люди сами гадят там, где живут. Ну или где не живут, неважно, да, то есть гадят везде. Но в целом есть такая теория разбитых окон. Да? Речь о чем? Речь о том, что если человек видит запустение, захолустье, он не будет не то что беречь, он может еще и добить. Понимаете, как это действует? Поэтому вот эта вот фраза, что чисто там, где не мусорят, на самом деле чисто еще и там, где убирают. Но это какой-то, да, это вот сложно. Вот как срастить два вот этих понятия, что и убираться надо, и мусорить тоже не надо. Но у нас вообще прошлая неделя, она вся прошла вот под какими-то вот этими возмущениями, разоблачениями, видеофактами, которые присылают подписчики различных телеграм-каналов, где видно, что вот эти фекалки просто берут, сливают воду на зеленый луг. Причем прямо рядом с владениями супруги председателя городской общественной палаты высоких Андрея Анатольевича. Прямо у него под носом буквально сливают фекалии, да, и то есть как бы вот, ну, что возмущались-то, почему, по какому поводу? Неужели не пахнет, да, в цирюльне вот, что вот идет слив нечистот? Ну, а основное, конечно, что вот наш зеленый луг загаживается таким образом. И оказывается, по городу вообще таких мест уйма. Кроме того, кто-то во дворах, допустим, убирает и шлангом перекачивают воду просто вот куда-то за пределы дворов, на улицу, опять же, на проезжие части. Но случившееся в начале майских праздников нам говорит о том, что это на самом деле забота о горожанах. О тех горожанах, кому могут плеснуть в глаза какой-то неизвестной жидкостью, как Юрию Городецкому, буквально там 2 числа это было, или 1, я не знаю. В общем, ему рано утром кто-то, по первой версии, в подъезде, причем со словами «это тебе за Алену», брызнул в глаза какую-то жидкость. Вы представляете? Во второй версии уже не было, да, слов про то, что якобы это кто-то за Алену, но вдруг появились 3 якутских парней. Ну, как он сказал. Глаза! Мои глазенки! Хотя нет, все нормально. Ну, короче, я не знаю. То есть вы там периодически пишете мне в комментариях, что якобы я против всего якутского, да, ну, те, кто не очень понимает вообще на самом деле мой посыл, но неважно, да. Я сомневаюсь, что парни, которые побежали плескать что-то там Городецкому в глаза, относятся к категории очень хорошо, сильно много думающих. И, как правило, именно такие считают, что Алена против. То есть, ну, нестыковка, вряд ли они стали бы это делать из-за меня, ну, честное слово, да. Во-вторых, в офтальмологии, ну, как бы не официально пока, но тем не менее подтвердили, что в глаза ему брызнули водкой. И мне, конечно, так интересно стало, ну, как бы что, да, то есть, ладно, хорошо, если все-таки в итоге кто-то ему там якобы за меня, это кто ж такой герой, да, в ссоре за столом плеснул Городецкому водку в глаза?
Ну, там народ опять разошелся всевозможными мемами там бесконечными, да. Но во второй версии объяснения этой ситуации Городецкий написал, буквально, он сказал, что было так нестерпимо, там, жгло глаза, он, значит, пополз или подполз, или упал в ближайшую лужу и промыл глаза. Вы понимаете? Вы понимаете, какое значение на самом деле лужи, да, вообще в нашем городе? Ты там где-то с кем-то неправильным попьянствовал, тебе плеснули водкой в глаза в ссоре, да, ты просто падаешь на землю и начинаешь промывать глаза в луже. Это же так удобно. Я считаю, что да, нельзя, чтобы эти лужи высыхали, потому что, ну, если у нас некоторые люди, не просыхая, пьют, как бы, то это может пригодиться. Майские праздники были ознаменованы еще чем? Еще тем, что Сусанна Рожина оказалась, причем непонятно, то ли ее позвали, то ли не позвали в рейд очередной административной комиссии, которая проверяла заведения, работающие несанкционированно, да, и в итоге все это вылилось в видео, которое, как мы поняли, ну, по всей видимости, Сусанна сама опубликовала, я, правда, не понимаю, зачем. Да где закрыть? Убери ноги. То есть там полная демонстрация вообще какого-то ахового поведения. Человек с матами на посетителей, кого-то там дверь пинает, кого-то оскорбляет, ее оскорбляют. Потом, как стало известно, ее кто-то ударил, да, то есть это вообще, ну, трешняк вообще полный. Полный трешняк. Я вот вспоминаю ее, вот когда она у меня сидела в студии, мы разговаривали на интервью, ну, честно говоря, ну, вот прям, не знаю, обидненько вообще смотреть такие видео, когда ты не понимаешь, как вообще вот из того персонажа, который сидел у меня в соседней, ну, вот напротив меня в кресле, да, и рассказывал о социальных проектах, вдруг вот это вот. Нет, и самое интересное, понимаете, я вообще всегда считала, что рейды, которые проводит административная комиссия, они направлены на заведение. То есть, по сути, как бы, да, здесь вообще с больной головы на здоровую перекладывать, но люди, в принципе, не виноваты. Если заведение работает, если человек выпивает, если это питейное заведение, ну или там подают, неважно, можно или нельзя, но человек этого не знает, да, он что, должен сидеть и контролировать время работы заведения, в которое он пришел отдохнуть? Это вы вообще к какой суперосознанности взываете, да, если вы рассчитываете на то, что вот таким образом можно воздействовать на население, воздействовать на людей. Вы типа думаете, так, ну вот если он перестанет ходить, тогда это заведение само собой закроется. Ну нет, конечно, это же так не работает. Работайте с владельцами заведения. Культурно, достойно выпроводите людей, скажите, извините, пожалуйста. Вы можете не расплачиваться за ваши заказы, просим вас пройти на выход. Освободите, пожалуйста, помещение. У нас вот здесь теперь работа будет с владельцами этого заведения. Это злостные там нарушители. Извините, что испортили вам вечер. Извините, что испортили вам праздник. Но то, что вот это вот на видео было, это же прям жесть какая-то. Ну люди-то при чем? Ну нет, это убогие растения просто, я считаю. Убогие растения, которые встали с дивана и пошли пить пиво в заведение, которое работает в неположенное время или по неположенным документам. В общем, какая-то каша. Я считаю, что таким вот образом на самом деле нельзя относиться к людям. Да? Работайте действительно с заведениями, работайте с реальными нарушителями. А светить людей, потому что, ну, кстати, Рут тоже предлагала светить лица людей, владельцев собак, чьи собаки срут на улице. Ну, как бы благая цель, да, ну вот в случае Сусанны тоже цель благая. Но я считаю, что это на самом деле будет хаос и беспорядок полный. За рубежом такое делают только в отношении, ну, каких-то серьезных преступников, например, педофилов. Но если вот такие вот вещи происходят, все-таки есть другие меры, да, карательные, административные. Тем более у нас, в принципе, сейчас уже много где камеры установлены. Можно отслеживать по камерам. В этом плане, кстати говоря, вот та инициатива, которая предлагалась в период предвыборной кампании на дебатах, да, установить побольше камер в городе, я считаю за. Кто ее предлагал-то, кстати? По-моему, вот как раз-таки наш замечательный, как его звали, Аял Прокопьев. Да. Хорошее было предложение везде расставить камеры, потом отслеживать. Ну, а почему нет-то?
Все, и потом либо штрафы выписывать, либо пускай они убираются, какие-то там административные работы, да. Не знаю. В общем, что-то такое можно придумать. Ну, а в целом я считаю, что вот все это, вот то, что вот я вот рассказывала, да, что, допустим, там Аяна Николаева без конца как-то вот не очень уважительно относится к населению республики, позволяет себе вслух высказывать и никакой ответственности за это не несет. Или, допустим, там что, берут, меняют, как хотят, какие-то серьезные документы. Ну, я молчу, на самом деле, уже про республиканскую конституцию, потому что, ну, мы целую конституцию Российской Федерации прошляпили. До сих пор не могу без сожаления вспоминать об этом. Ну, как-то ладно, уже поняла, приняла, простила, да, что называется. Но вот это вот все, знаете, ну, вот это как теории много, да, вот теории очень много, вот это вот синдромы, теории и так далее. Вот эта вот теория ползучей нормальности, вот здесь вот она в работе. Что она означает? Она означает, что когда человек впервые с чем-то сталкивается, он считает это как-то ужасно, это вообще неприемлемо, это недопустимо. Когда идет повтор ситуации, все, человек уже как бы так потихоньку привыкает. И постепенно это превращается в норму. В норму превращается все ненормальное, просто как бы если оно повторяется часто. И видите, во всем мире, в принципе, единственным инструментом, который позволяет противодействовать вот такой вот искаженной нормальности, это волеизъявление народа, населения, жителей, да, горожан против того, что их не устраивает. Но у нас, к сожалению, немножко меняется фон уже, и в этих обстоятельствах очень сложно против чего-то противостоять. Поэтому я думаю, что действительно скоро все сойдет к тому, что мы будем сами убираться. Сами убираться и сами отсасывать лужи. Уже не скажете Николаев там, или Григорьев отсоси, да? Не получится у вас такого. Вот эти вот изменения в Конституцию, они уже окончательно упраздняют, конечно, Конституционный суд. Это тоже существенное такое событие. Но, вы знаете, я в целом, да, иногда думаю, а стоит ли вообще как-то вот это вот, как-то возмущаться на этот счет? И не потому, что это тоже превратилось в норму, а потому что это же естественный ход истории. Очень естественный ход истории, что люди местами ленивые, действительно. Что люди не хотят образовываться, что люди не хотят изучать какие-то вопросы, что люди хотят скидывать ответственность, и вот в результате, да, всего этого мы пришли в данный момент вот в эту точку. Ну и ладно, и пускай оно все так движется. Почему нет-то? Ну, просто, конечно, самое страшное, что будет, да, что будет? Кумовство будет еще более буйным цветом, я, правда, не знаю, куда дальше, да, цвести. Коррупция, естественно, будет цвести буйным цветом. Цены будут расти. Люди будут еще сильнее рваться в бюджетную сферу, потому что, ну, как бы, понимаете, когда ты рвешься в бюджетную сферу, это просто свидетельство того, что ты ни на что больше не годен. Хотя мог бы развивать себя, мог бы искать пути своего развития, да? Мог бы искать пути или направления, по которому идти, да? Чем-то заниматься интересным. На основе своего увлечения каким-то образом нарастить, увеличить клиентскую базу, сделать бизнес, ну, в общем, что-то такое, да? Предпринимательство, соответственно. Но нет, люди хотят просто тупо оказаться в бюджетной сфере. Вот там те же самые лидеры России и все прочее. Это же те, кто рвутся в бюджетную сферу. Как должность министра может быть мечтой? Как можно об этом мечтать? Как можно мечтать о должности начальника отдела Министерства, там, я не знаю, транспорта? Кто может мечтать об этом? Я лично считаю, что об этом мечтают те люди, которые не знают, кто они такие на самом деле. Люди, которые не знают, кто они на самом деле такие, это люди с низкой самооценкой, потому что они не знают, как себя оценивать, потому что они пустые изнутри. Но не по факту, что они пустые, они сами себя не раскрывают, они сами себе не интересны, они сами себя не понимают. И поэтому вот эта вот как бы дорожка, да, вот эта траектория, вот этот коридор, который тебя ведет в итоге к какой-то определенной должности в рамках какой-то
общепонятной системы и структуры. Это просто лишний раз подчеркнуть свою ущербность. Я не говорю, что все министры это как бы ущербные люди, да. Действительно, людей многих назначают по достижениям профессиональным, да, по их знаниям и навыкам и так далее, по тому, насколько они могут себя применить. Я так мониторю, иногда интересуюсь от знакомых, которые работают в этой сфере, в бюджетной, да. Есть действительно люди, которые, ну, очень со здравым подходом. Ну, по факту они все равно в системе, да, и по факту все равно идет вот эта вот какая-то идеализация того, что вот человек работает в бюджете. Потому что такая стабильность. Ты стабильно получаешь свои там, сначала, я не знаю сколько, 25 тысяч. Ты стабильно потом получаешь свои 60 тысяч. И ты стабильно потом будешь получать свои какие-нибудь там 150, может быть, тысяч, да, но ты же, в принципе, можешь там удовлетворять немножко и другие амбиции. Я не хочу произносить слово там лоббирование. И не хочу произносить слова как откаты, да, или какое-то еще другое там давление, потому что, ну, все-таки подозреваешь, что это не так. Ну, почему-то периодически какие-то коррупционные скандалы возникают, поэтому тема такая, да, понимаете? А самое это интересное, вот сколько энергии человек затрачивает для того, чтобы дорваться там, в свои 35 лет до какой-то должности. Будучи, допустим, из сферы бизнеса. Я вообще, честно говоря, вообще не понимаю, как из бизнеса можно перейти в чиновники. Для меня это вообще абсурдная ситуация. Бизнес это настолько круто, интересно, увлекательно, мне кажется, да, что, блин, ну чиновником ты точно не захочешь быть. Какие могут быть причины для этого? Ну вот скажите мне. Столько энергии, ты мог бы вот ту же энергию, привнося в то, что ты делаешь, в поиск себя, действительно найти то занятие, которое будет тебе приносить и деньги, и удовольствие, и пользу людям. Вот эти 3 компонента делают людей успешными на самом деле, а не продвижение к стулу, креслу министра. Это не успех. Это не успех. Вас, как человек, это не раскрывает. В принципе, условно говоря, вы просто винтик, вас можно заменить кем угодно. А когда вы делаете что-то реальное, важное, полезное, интересное, и вас от этого прет, вот тогда вы не винтик. Вот тогда вы кто-то, производящий действительно классный продукт. И это гораздо круче. И вот такое стремление именно к этому, это гораздо круче. Ищите себя. Хотя, ну что значит ищите? Обретайте, скорее всего, да, потому что мы же себя не теряли для того, чтобы находить. Повышайте свою самооценку, повышайте свою самоценность. Начните понимать, наконец, что вам интересно, что вас увлекает. Потому что, ну, это очень шаблонно, да, вот уйти в бюджет. Я не говорю, что в бюджете работают плохие люди. Я имею в виду, сама система сейчас себя, она как бы вот, ну, очень, очень часто дискредитирует. А люди при этом, при всем сидят и смотрят. И думают, а как бы мне пополнить эти ряды? Да, блин, не пополните уже в ближайшем будущем. Когда сейчас вся эта система сложится и последние островки свободы будут уничтожены, сейчас всех вот этих прихвостней, всех журналистов, которые обслуживают правительственный пул, нанятые Агипом, их всех выбросят на обочину, потому что вы будете не нужны, мы уже это обсуждали. Такие СМИ уже больше не будут нужны, поэтому на самом деле вам надо было как бы работать хотя бы, может быть, минимум на 2 фронта и оппозицию поддерживать условную, да, и там свой контракт отрабатывать. Но, честно говоря, этот путь в никуда, отработка контракта от правительства, это в никуда путь. Вы вот через несколько лет, я думаю, 2 года, наверное, ну мои же пророчества сбываются, вы же знаете. 2 года через 2 не будет уже тех СМИ, которые вот сейчас кормились во все эти периоды, во все эти годы, потому что в них необходимость отпадет. Так что мне кажется, сейчас, ну, поскольку все уже, да, все, условно говоря, возможности себя как-то отстоять, себя как-то проявить, в плане, я имею в виду, гражданском, как-то себя защитить, они все уже закрыты. Митинги проводить нельзя, потому что определенные организации, определенные СМИ, там, издания, ну, ныне принято считать экстремистскими. И этот список, скорее всего, будет пополняться. Да? То есть, ну, полностью все купировали, полностью обрезали, кастрировали. Не знаю, как хотите, да. Я так понимаю, что в стране теперь уже наступает полноценный диктат. Что с этим делать, да? Бежать отсюда или что? Ну, как бы каждый решает, конечно, самостоятельно. Я, например, никуда все равно бежать не хочу, потому что я считаю, что я должна жить в своей стране и быть, условно говоря, вот в гуще событий, тем не менее, да. Но что вы можете сделать? Вы можете заняться развитием
саморазвитием, пониманием себя, пониманием того, что нужно, пониманием того, как правильнее будет именно вам жить. Не как правильно жить вообще, а как именно вам будет правильнее и необходимее. Вы на этом просто сэкономите свои ресурсы, свои финансы, свою энергию, потому что у вас не будет суеты, вы не будете бесконечно судорожно бегать и соображать, как же сделать так, чтобы ваши расходы не превышали ваши доходы. То есть концы с концами сводить. И это очень важно. И это действительно, возможно, то, о чем хотела сказать Аяна Николаева, но ее не поняли. Обратите внимание на себя, повернитесь к себе лицом. Потому что те люди, которые умеют работать, умеют зарабатывать, не просто пахать, а вот именно умеют работать и зарабатывают, они в целом-то живут обычно хорошо. Потому что они зарабатывают, потому что они довольны, потому что они приносят пользу. А это, опять же, двойное удовольствие. Хотите быть такими? Занимайтесь собой, изучайте себя. Изучайте своих детей, опять же, да, очень много, вообще, я прям в Инстаграм, это вот у меня источник такого объема информации, который я получаю, да, в Инстаграм очень много моментов, касающихся воспитания детей, и все сходятся, буквально все сходятся на том, что нынешнее поколение – это вообще совершенно другая философия. Это совершенно другое проявление, и, конечно, в какой-то степени это мы, родители вот этого нынешнего поколения, влияем на все эти процессы, ну, плюс и внешняя среда, естественно. Поэтому изучайте своих детей, чтобы они были счастливы, вы должны быть счастливы. Чтобы их понимать, вы сначала себя поймите, чтобы их воспитывать, да, вы себя, опять же, ну, как бы найдите, да, свою основу, свой внутренний стержень, потому что, ну, как бы, если у вас внутри пустота, что вы можете дать детям-то своим? Это же самое важное. Ну, вот так вот, если глобально смотреть на нашу жизнь, да, что нам важно? Мы сами и наши дети, ну и родители, соответственно. Какая-то такая немножко пафосная, такая патетичная какая-то тема, да, получилась. А почему бы и нет? Почему бы и нет, на самом деле? Кстати говоря, по части самооценки вы можете прийти ко мне на курс «Лаборатория счастья 2.0». Но это такое, я часто не провожу, потому что это очень энергозатратное мероприятие. Ближайшее, наверное, будет осенью. Ну, летом, как обычно, сенокос, ягоды, грибы и все прочее. Да, хочется отдыхать, и я тоже хочу отдыхать. Я пойду в деревню, конечно, как обычно. Вот, поэтому осенью, вероятно. Но также вам может быть неким импульсом моя методичка по отношениям. И, кстати, вы, возможно, думаете, что эта методичка – это такая некая книжка, которая, или руководство, которое необходимо женщинам. Нет, ни в коем случае. Она написана и для мужчин в том числе. Там раскрываются вообще просто, ну, все вопросы, которые, наверное, являются ключевыми для построения отношений, начиная от знакомства, да, включая вопросы манипуляции, как вообще распознавать манипуляторов. Кстати говоря, недавно тоже делала обзор сериала «Монстр». Это канадский сериал 2019 года, посвященный вопросу домашнего насилия. Ну и вот там на самом деле вся проблема заключается в том, что девочка из хорошей благополучной семьи попала в лапы тирана, абьюзера, а все по факту того, что она была просто молодая, просто неопытная. И все. И вот детей, чтобы научить тому, как распознавать манипуляторов, вам самим нужно научиться распознавать манипуляторов. Ладно, окей, манипуляторов в лице там кандидатов, депутатов вы не разглядели, все, они проскочили как бы, да. Ладно, вы, окей, хорошо, не успели отреагировать на там какое-то нарушение границ со стороны властей, со стороны государства, да, хотя наши границы постоянно нарушаются, я имею в виду наши личные границы. Но вот прочитав эту методичку, вы будете разбираться не только там в вопросах манипуляции там, или выстраивания границ в отношениях, но вы будете разбираться в этом даже с гражданской точки зрения. Вы будете понимать и видеть, когда вам реально льют в уши, а когда какая-то инициатива, она действительно под собой имеет что-то такое, ну, полезное. Так вот, в общем, изучайте себя, изучайте отношения, изучайте людей, изучайте все это через призму взаимодействия, да, коммуникации, конфликтов. Очень многие люди боятся конфликтов. Очень многие люди боятся конфликтов, но давайте, если хотите, про конфликты поговорим отдельно, потому что это прям целая такая тема, целая история. Кстати говоря, о ней я тоже очень подробно в своей методичке рассказываю. На самом деле это прям бестселлер. Я была в шоке от того, насколько она классно зашла людям. Скоро она тоже появится в продаже. Я обязательно анонсирую, обязательно расскажу о ней. Собственно говоря, вот и все, что я сегодня хотела вам сказать. Скоро, наверное, будет интервью с очередным интересным человеком. Поэтому, конечно, подписывайтесь на канал,
И не забывайте, что меня смотрят думающие люди. До встречи.